Сегодня в Ингушетию с рабочей поездкой прибыл заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. В программе двухдневной программы посещения крупных промышленных и туристических объектов региона. Начали с Джайрахского района. Гостю показали простаивающее предприятие «Кавдаламид» в Джайрахе. Власти будут его реорганизовывать. На его месте планируют реализовать масштабный проект индустриального парка. Его строительство по планам начнут в 2025 году и завершат в 2027. Третья локация – еще одна площадка будущего – проект всесезонного туристско-рекреационного курорта Арымхи. Проект заложен на 2025-2029 годы. Сергею Назарову рассказали о перспективах прорывных проектов, которые выведут туристический и экономический потенциал региона на новый уровень. К сожалению, в Ингушетии нет таких преференциальных зон, как индустриальные парки. И исходя из востребованности, вот сейчас мы договорились, что оценить сейчас необходимые потребности по созданию индустриального парка в части инфраструктуры с пониманием того, кто из резидентов там готов размещаться, немаловажный фактор. Поэтому вторую локацию, в которой вот мы сейчас находимся, это особая экономическая зона. Она давно создана, к сожалению, с точки зрения ее развития, пока все идет в стадии обсуждения. Есть проект планировки, сделанный Кавказ РФ, и, собственно говоря, сегодня цель посмотреть, с какой этапностью нам развивать этот курорт, потому что уже мы, соответственно, в текущем году предполагаем проектирование с разбивкой на этапы, чтобы этот курорт, собственно, исходя из роста турпотока, который есть сегодня на Кавказе, у нас есть надежда и понимание, что он действительно будет загружен и будет востребован. Для уникальности природы, вообще места. Надеемся, что нам удастся привлечь сюда туриста и создать ему условия. В Горском кадетском корпусе имени Абдуллы Цароева прошло торжественное открытие бюстов героев Российской Федерации Шервани Кастоева и Мурада Аздоева, участникам Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие почетные гости, общественные деятели, а также родственники героев. Заветные звезды они получили в 1995 году, но при жизни только Мурад Аздоев. Приняла участие и Ася Абдурзакова, племянница Шервани Кастоева. Правда восторжествовала. Имена героев вышли из небытия, и сегодня мы отдаем дань светлой памяти всем защитникам нашего Отечества, которые подарили нам мир и весну 45-го, жертвуя собой. Я искренне хочу поблагодарить от имени своего рода всех своих коллег, которые осуществили нашу заветную мечту, и сегодня открыты два бюста в честь летчиков Ингушетии. Новый республиканский психоневрологический и наркологический диспансер откроется в конце текущего года в сельском поселении Плиево. Здание рассчитано на 100 посещений в смену и со стационаром на 150 койко-мест. Здесь также планируется создание лечебно-производственных мастерских на 50 мест для трудовой реабилитации наркозависимых с внедрением нового порядка и передовых методик борьбы с наркоманией и подготовка специалистов для работы в этих учреждениях. До конца года завершится строительство ФОКа в сельском поселении Барсуки в рамках реализации проекта «Спорт. Норма жизни». На данный момент здание готово на 60%. Спортивное сооружение будет оборудовано тренажерами, спортинвентарем и площадками для занятий борьбой, дзюдо и боксом. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов выразил уверенность, что физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром притяжения для детей и молодежи и позволит каждому развивать свои физические способности и вести активный образ жизни. В Ингушетии в рамках празднования столетия ингушской государственности пройдет фестиваль ремесленников «Край мастеров». Ингушские ремесленники совместно с коллегами из соседних регионов дадут мастер-классы всем желающим освоить разные виды ручного творчества. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Глава отметил, что мы в полной мере должны показать нашу историю, культуру, традиции, национальные особенности, ремесла, которыми владели наши предки и передались современному поколению. С 13 по 16 сентября Республиканский спортивно-тренировочный центр примет Северокавказский спортивно-реабилитационный форум «Спорт без преград. Горный сет», где состоятся соревнования по адаптивному теннису, семинары и лекции. Участники обсудят вопросы реабилитации и инклюзивного спорта, что позволит повысить доступность физической культуры для людей с ограничениями по зрению.
Регистрация участников начнется в 14:00, а открытие форума запланировано на 15 часов. В СМИ и социальных сетях появилась информация, что мошенники придумали новую схему обмана. Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое приложение Минздрава, если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кэшбэк. После того, как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте. Обращаем ваше внимание, что у Минздрава России нет никаких специальных приложений. Все цифровые сервисы доступны на едином портале госуслуг. Мошенники могут представляться сотрудниками банка, Минздрава и других министерств. Будьте бдительны и не передавайте никому данные ваших банковских карт. Ингушский боксер Альберт Хамхоев выступит на турнире по профессиональному боксу от Dustin Boxing. Вечер бокса пройдет сегодня в Москве. Начало в 19:00. Хамхоев на ринге будет биться с Юсуфом Мету. У обоих уверенная статистика по 10 побед и без поражений. Накануне соперники прошли церемонию взвешивания и битву взглядов. Наш земляк, чемпион России по боксу в среднем весе, теперь сразится за титул WBA Азия и за пояс Европейского боксерского совета.